Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. С 2011 года налоговые льготы нефтегазовым компаниям выросли более чем в 4 раза. В этом году размер льгот может составить более 1,5 триллиона рублей по сравнению с цифрой 375 миллиардов рублей в 2011. Ранее директор налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что к 2033 году доля нефти, на добычу которой распространяются льготы, удвоится и составит 90%. Из-за этого, по его словам, бюджет не досчитается 2,3 триллиона рублей дохода. При этом отмечается, что налоговые послабления способствуют увеличению прибыли нефтяных компаний, но никак не росту инвестиций. Нефтяники тратят средства на выкуп акций, выплату дивидендов, погашение долгов, а не на разработку новых проектов. Несмотря на удобство современных финансовых технологий, традиционные инструменты вроде наличных денег и банковских карт из использования не пропадут. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Глава регулятора указала, что банковскими картами удобнее пользоваться за границей, и усомнилась в эффективности биометрического эквайринга. Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных. Во-первых, это объясняется стремлением к анонимности, а во-вторых, недоверие к устойчивости финансовых институтов. Тем временем правительство России одобрило проект закона об отмене комиссий банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах. Соответствующий документ будет в ближайшее время внесен в Госдуму. Накануне на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал такие комиссии банковским роумингом, отметив, что банки нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут. По его словам, эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена. Минфин России разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств. Казначейство должно обеспечить единый подход к учету и интегрировать его в единую электронную систему для создания прозрачной и полной базы данных. Де-факто речь идет о том, что бухгалтерские мощности казначейства позволяют превратить его в единый расчетный центр. Дублирующие эти функции местные и региональные подразделения органов власти предлагается сократить. По замыслу Минфина, экономию от этого можно будет использовать в том числе для повышения зарплат остающихся госслужащих. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что сельскохозяйственная отрасль по праву считается гордостью экономики России. Премьер отметил важность того, что правительство продолжает оказывать аграриям серьезную поддержку, а также необходимости дальше внедрять современные биотехнологии, совершенствовать систему агрологистики, увеличивать экспорт сельхозпродукции, строить жилье и дороги на селе. Минпромторг подготовил законопроект, который позволит ритейлерам отправлять нереализованные продукты на вторичную переработку, в частности, в корма для животных. Таким образом, планируется снизить число отходов. В безопасность продуктов с истекшим сроком годности должна быть подтверждена экспертизой. В настоящее время такие продукты безоговорочно считаются опасными. Ранее Ассоциация компаний розничной торговли выступила с предложением не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов с истекающим сроком годности, если они были отданы нуждающимся. По данным ассоциации, до 700 тысяч тонн продуктов в год в магазинах просто пропадают, а передача их на благотворительность не предусмотрена российским законодательством. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.